Всем доброе утро! Кто встречает его вместе с нами новый день на канале НВК Саха. Рады всех приветствовать и хорошего всем настроения, потому что сегодня пятница, последний рабочий день в этой неделе. 7 июня, лето в самом разгаре, солнце, многие собирают дикий лук и радуются хорошей погоде. Кстати, погоде, наверное, радовался и Христофор Колумб, потому что именно 7 июня в 1498 году он отправился в свое третье путешествие и, как всегда, много чего открыл. А теперь поговорим уже о прогнозе погоды непосредственно в Якутии. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах плюс 10, плюс 14. Днем плюс 22, плюс 24. Заречье плюс 12, плюс 18 утром. Днем также 22, 24. На юге плюс 19, плюс 11. Днем 24, 26. В Вилюйских улусах плюс 11, плюс 14. Днем 22, 25. В Нижнеленских улусах плюс 14, плюс 17 утром. Днем 22, 24. На западе плюс 10, плюс 15. Днем 25, 29. В Колымандигирских улусах плюс 3, плюс 9. Днем плюс 5, плюс 14. В Янских улусах плюс 7, плюс 9. Днем 16, 21 градус. На северо-западе ночью еще пока минус 2, но уже кое-где до плюс 13. А днем плюс 4, плюс 22. В Якутске все почти без изменений. В 6 утра было плюс 15, атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер вновь сегодня будет дуть северный. Кстати, вчера так в Якутске были и порывы ветра, поднимающие пыль столбом. Но вот сегодня, видимо, то же самое будет, потому что ветер будет сохраняться. А днем же ожидается погода, точнее температура весьма комфортная, плюс 24, плюс 26 градусов. Ну и главное, что без осадков, так что все будет комфортно, уютно и тепло. А сейчас слово передаем информационной службе нашего канала «Новости». Доброе утро! Мы продолжаем нашу работу. Хочется поблагодарить информационную службу канала за оперативные новости. Сейчас пройдут выходные, они пролетят достаточно быстро, и наступит череда вновь очередных рабочих будней. Кстати, на следующей неделе минус 1 рабочий день будет. Это 12 июня в связи с празднованием Днем России. Но, тем не менее, каждое утро нам приходится вставать. И начинается борьба между тем, как же вставать. Или кто-то встанет по будильнику сразу же и побежит делать какие-то свои дела, или кто-то будет лежать до самого последнего момента, и уже когда совсем не вмоготу, придется вставать и отправляться на работу. Лично я встаю вроде бы легко, но иногда, конечно, хочется понежиться в кровати. И вот с вопросом, для кого какое идеальное утро, мы обратились к жителям и гостям столицы. Опишите ваше идеальное утро. Какое оно? Честно, это когда никуда не надо на экзамены, на учебу, когда у тебя стоят планы просто по списку, и ты понимаешь, что день просто будет прожит не зря. Это хорошая погода. Солнце, теплый ветерок и хорошее настроение у людей. Сегодня проснулся в городе Нерюнгри, прилетел сюда, в столицу, отдохнуть. Чтобы всем было радостно, чтобы все вставали с улыбками. Когда за окном солнце, недождливая погода, приятно бьет в окно лучами своими, прохладный душ, завтрак. Так, в спокойном темпе, честно, не быстром, как обычно перед школой работа делаем. Зарядка. С собачкой погулять, кофе выпить. Хорошее настроение, просыпаешься и идешь на завтрак. Идеальное утро. Ясное. От погоды все зависит. Как бы сегодня проснулся, погода сначала такая хмурная, потом как бы нормально. Без дел и свежий кофе горячий.
На наш студийный планшет приходят новости от вас. Кстати, я напомню номер, это 8-914-279-2262, куда вы можете отправлять свои поздравления, привет. И вот как одна из таких новостей, что вот записал, что в Доме национальности города Иваново, что в Центральной России, вчера открылась лоскутная мозаика. Выставка такая. Там народные мастерицы Якутии представили всю палитру своего творчества. Кстати, кто поедет туда, в Иваново, там выставка продлится до 30 июня. Загляните, поддержите наших мастериц. Я думаю, им будет приятно увидеть тех, кто из Якутии. На днях страна отметила День эколога, и к этому празднику как раз пришла еще одна радостная новость. Так, в этом году республика впервые за много лет получила по федеральной программе 20 единиц пожарной техники, которая будет работать по спасению леса от пожаров. Сами слышали в новостях, что пожары сейчас активно распространяются по территории Якутии, и эта техника как раз будет направлена на то, чтобы не допустить массового распространения и гибели леса. Подробности в нашем следующем сюжете. В этом году Якутия получила 20 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники на сумму 85 миллионов рублей. Нужно отметить, что республика впервые за много лет закупилась такой техникой. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Экология». Надо сказать, что последнее приобретение у нас было 5 лет назад. Это только один бульдозер был. Поэтому это, так скажем, очень положительный момент для нашей деятельности, для тушения лесных пожаров. Как мы знаем, ежегодно мы страдаем от того, что на местах у нас не хватает именно лесопожарной техники, бульдозеров, тракторов и людских ресурсов. Думаю, что эта программа она будет продолжаться в течение 5 лет. И в течение 5 лет нам достаточную технику мы приобретем, и тушение лесных пожаров для нас будет более-менее быстрее, оперативнее и на малых площадях. Большинство техники уже поступило в Якутск и сейчас направляется по районам для несения службы. Это тяжелая техника – бульдозеры, тралы, лесопатрульные. Сотрудники уверены, что приобретение новой техники позволит более оперативно тушить лесные пожары. У нас только 3 техники еще на подходе, да, остальные все уже привезли, поставили на учет и передали филиалам по всей республике. Это малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗа и 2 ДТшки, на котором на фоне видно, да. Эти ДТшки 75А, у них маркировка идет вариант Арктика, то есть они специально сделаны под нас. Тех заданий на них мы делали. В этом исполнении они только в единственном экземпляре. В этом году мы проверим их, как они будут себя вести в пожарах, да, и в наших климатических условиях. И думаю, будем уже такие закупать, потому что они исполнены чисто в механическом варианте. Как отметили в ведомстве, до 2021 года стоит задача укомплектовать и оснастить лесопожарные формирования республики новой техникой. Наталья Колесова, Семен Афанасьев. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Скрининг при беременности – это целый комплекс мероприятий, которые проводят вместе с мамочками в медицинском учреждении. Это и забор анализов, и обязательно УЗИ плода. Благодаря нему мы получаем информацию о еще нерожденном ребенке, и он позволяет выявить различные врожденные, возможно, какие-то нарушения, которые можно еще успеть скорректировать. О подробности в следующем сюжете, как проходить данное УЗИ. В отделении пренатальной диагностики нашего центра обследуются беременные женщины, которых направляют в женские консультации городских поликлиник. Подготовка для скринингового ультразвукового исследования при беременности. Беременная женщина подходит в Центр охраны здоровья семьи и репродукции в отделении пренатальной диагностики, которое находится на 2-м этаже, с направлением от своего акушера-гинеколога с точным указанием даты, времени исследования и номера кабинета, где будет проводиться УЗИ. Если есть протоколы предыдущих исследований, их необходимо взять с собой. За несколько дней необходимо исключить
Из рациона такие продукты, как бобовые, мучные, молочные. Все, что может вызвать газообразование. В первом триместре для лучшей визуализации необходимо подойти на исследование с умеренно наполненным мочевым пузырем и строго натощак, так как после УЗИ женщина будет направлена в процедурный кабинет для сдачи крови из вены на биохимический скрининг. В остальные скрининговые сроки наполнение мочевого пузыря не требуется, плод уже хорошо виден, так как количество околоплодных вод достаточное. В остальных случаях женщину заранее предупредит ее доктор. Осмотры при беременности бывают абдоминальным доступом через живот и трансвагинальным. В обоих случаях аппарат УЗИ работает в безопасном для беременности режиме. Обычно исследование проводится в серошкальном режиме 2D. При желании можно провести объемную реконструкцию 3D в 4D. Вновь обращусь к нашему планшету и тем новостям, которые вы отправляете. Вот, например, в Мирнинском районе в концертном зале «Кристалла» пройдет 8 июня в 5 часов 15-й открытый городской конкурс исполнителей национальной песни «Кустук-2019». Вот приглашают всех, кто желает. Будут вокалисты из Удачного, Айхава, представители России, Бурятии, Татарстана, Дагестана, Украины, Киргизии и очень много различных гостей ожидают жители Мирнинского района. Ну, вот интересная новость. Пожалуйста, сходите, посмотрите. А мы продолжим. Проект InSurfing собрал новые профессии, которые станут популярными в мире в ближайшие 15 лет. И действительно, в нашем меняющемся динамичном мире многие профессии отживают, появляются абсолютно новые. Мы бы не могли бы подумать буквально там лет 15-20 назад, что появится огромное количество новых профессий, где необходимо будет обладать различными компетенциями и навыками. Даже и новые открываются направления подготовки как в среднеспециальных учебных заведениях, так и в вузах. Поэтому о том, что будет востребовано, мы как раз сейчас попытаемся выяснить. Через 5 лет будут востребованы профессии дизайнера виртуальных миров, проектировщика 3D-печати и консультанта по здоровой старости. Вот такой есть интересная профессия. Через 10 лет самыми перспективными профессиями это будут профессии, связанные с космической сферой и генетикой. Менеджеры космотуризма будут организовывать туры на орбиту или Луну. Космобиологи исследовать различные формы жизни. Весьма незаменимая профессия в перспективе колонизации космоса. Ну или Марса, например. Да? Генетические консультанты, они будут рекомендовать лечение на основе генетики человека. Через 15 лет на рынке труда будут востребованы проектировщики медицинских роботов, нанотехнологи, а также дизайнеры микроорганизмов, запрограммированные на выполнение определенных функций, от утилизации отходов до лечения рака. Между тем, например, в 2015 году в топе самых востребованных профессий были IT-специалисты и врачи. Как хорошо, без работы не останусь. Ну а мы продолжаем. Буквально сегодня стартует 6-я спартакиада национально-культурных объединений, посвященная Дню Российской Федерации и 25-летию создания общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха-Якутия». С 8 по 16 июня начинаются спортивные состязания. Будут нарды, мастрейслинг, волейбол, футбол. Что-то пройдет в Доме дружбы народов Кулаковского, что-то пройдет в Мадуне, а что-то пройдет в спорткомплексе Дахсун. Подробности на сайте Ассамблеи народов Республики, когда там есть вся информация о том, где будут состязаться непосредственно национально-культурные объединения. Поэтому весьма интересное мероприятие будет, потому что в свое время я как-то сам принимал участие в его организации и видел те спортивные баталии, которые происходят между представителями разных национальностей. Но что самое главное, спорт их всех объединил и победила в данном случае дружба, хотя были, конечно, и первые, и вторые, и третьи места. Но вот наш следующий сюжет расскажет о спартакиаде трудовых коллективов, которые готовились к ней почти целый год. И буквально вчера на стадионе Туймада состоялось торжественное открытие этого мероприятия. О том, как готовятся спортсмены, их руководители и о том, какой боевой настрой у команд, расскажет наш следующий сюжет. В республике объявлен праздник спорта. Вот уже 4-й раз спартакиада трудовых коллективов объединит все отрасли экономики республики, вовлекая в мир спорта людей самых различных возрастов и профессий.
Их всех объединяет здоровый образ жизни, дух коллективизма и спортивный азарт. В бюджете 2019 года мы заложили на поощрение по итогам спартакиады 1 200 000 рублей. Это по двум группам. Это первая группа, это наши республиканские комитеты, где численность членов профсоюза до 5000 человек. Ну и, конечно же, вторая группа это более 5000. Это будет у нас, ну, я считаю, очень большое такое подспорье в работе наших республиканских комитетов. Заявок на участие поступило в этом году в разы больше. За честь своего профсоюза будут бороться 20 команд, более 1700 человек по 14 видам спорта. Участвуют не профессиональные спортсмены, а обычные люди, трудящиеся предприятий и организации, увлеченные физической культурой и спортом. Наш профсоюз участвовал, оказывается, в первой спартакиаде в 2007 году. И, значит, спустя 11 лет, в этом году мы наконец-то собрались. Будем участвовать в основном по игровым видам спорта. Это волейбол, мини-футбол, да, настольный теннис. Так, а на спорте, по гиревому спорту будем участвовать, по перетягиванию канатов, по легкой атлетике. Мы участвуем уже 4-й раз в этой спартакиаде. Участвуем в 5 видах. Это киберспорт, шахматы, шашки, легкая атлетика и теннис. В связи с изменениями Трудового кодекса, что у нас, значит, не все члены профсоюза допускаются, да? Вот, и поэтому вот очень многие предприниматели у нас не являются членами профсоюза. Ну и наемные работники из-за этого тоже не могут участвовать. Но мы надеемся, что Трудовой кодекс со временем будет изменен в пользу наемных работников. На всех площадках будет медицинское сопровождение. Каждая команда, каждый участник должен пройти медицинский осмотр по месту жительства или по месту, где организация заключен договор. Да? Мы это все проверяем и их допускаем на мандатную комиссию. На местах будет сидеть врач и медсестра по всем видам соревнований. В этом году перечень испытаний пополнился 2 новыми видами спорта – киберспортом и фитнес-аэробикой. Будут задействованы более 150 судей. Самое большее количество это, скорее всего, волейбол будет, потому что у нас в республике волейбол это самый массовый вид спорта, все играют в волейбол. Также много будет по легкой атлетике, много команд по семейных команд «Папа, мама, я спортивная семья». Все выходные вы тоже можете стать частью праздника спорта. Приходите поболеть и поддержать своих. Остается лишь поддержать этот призыв, приходите поболеть, попереживать за ваших коллег и поддержать их различными кричалками, лозунгами, чтобы они интенсивней там участвовали и побеждали. А мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Ниргустана Алексеева. Она является тренером управления обслуживания физических лиц Департамента розничного бизнеса Алмаз-Регионбанка. И поговорим мы сейчас о тех социальных картах, которые есть у Алмаз-Регионбанка, которые связаны с транспортным обслуживанием в том числе. Вот что это за социальные карты и какие вот нововведения в ближайшее время с ними произойдут? Доброе утро. В первую очередь я хочу рассказать, что такое социальная карта. Социальная карта, она представляет собой банковскую карту. Банковская карта имеет свой расчетный счет. То есть этой картой можно пользоваться при оплате покупок в магазинах и при переводе средств через мобильное приложение iPhone. Также эта карта имеет дополнительную услугу транспортного приложения. Это льготный проезд. То есть клиент оплачивает определенную фиксированную сумму и может пользоваться картой при оплате проезда в автобусах, маршрутах, в городских маршрутах и в пригородных маршрутах. А вот есть карта «Спутник», они как-то связаны между собой или это две разные вещи? В нашем банке имеется транспортный проект, и в этом транспортном проекте у нас огромное количество транспортных карт. Транспортная карта «Спутник» – это совсем отдельная карта, она не относится к социальной карте. Социальную карту у нас оформляют льготные категории граждан, такие как инвалиды первой и второй группы, ветераны труда, ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны. Вот сколько раз эту карту можно менять и есть ли у нее какой-то срок действия? Видимо, такой же, как и у платежных карт. Да, как и у платежных карт, срок действия данной карты 3 года с момента изготовления. Я хочу сказать объявление нашим клиентам, держателям социальных карт Visa,
срок которых заканчивается в октябре, в ноябре и в декабре 2019 года. С 1 июля 2019 года обладатели социальных карт Visa с транспортным приложением должны поменять свои карты на МИР. МИР – это у нас национальная платежная система. Для этого нашим банком был массовый перевыпуск данных карт, и мы приглашаем держателей социальных карт получить свои новые карты в офисах нашего банка в соответствии с первой буквы их фамилии. Если у клиента фамилия начинается с буквы А, Б, В, Г, Д, клиенту следует обратиться в операционный офис по проспекту Ленина, 10. Далее, если у клиента фамилия начинается с буквы Е, Ж, З и К, следует обратиться по проспекту Ленина, 22. Следующие буквы – это у нас Л, М, Н, О, П. Следует обратиться в операционный офис по Дзержинского, 26/4. И, наконец, буквы Р по последнюю букву алфавита Я следует обратиться по улице Кирова, 28/1. Всю подробную информацию клиенты могут получить в колл-центре нашего банка по телефону 8 800 100 34 22. Если вдруг произойдет такая ситуация, что вот я не успел поменять эту карту вовремя, что тогда будет? Заблокируется, я не смогу ей пользоваться, или я могу попозже подойти как-то это все сделать? Да, конечно, карты у нас хранятся до того времени, пока клиент сам не заберет карту. Единственное, если у клиента закончится срок действия карты, он не сможет воспользоваться льготным проездом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем заблаговременно забирать свои карты в соответствующем офисе. Вот еще такой вопрос, наверное, заключительный. Какие-то акции, может быть, сейчас проводятся в Алмаз-Регионбанке, связанные с вкладами? Сейчас у нас есть вклад, называется «Мир, труд, май». Он у нас действует с 14 апреля 2019 года в связи с майскими праздниками. Данный вклад наши клиенты могут открывать до 30 июня 2019 года. Именно в акционных вкладах нашего банка процентная ставка бывает выше, чем в обычных депозитных постоянных вкладах. На сегодняшний момент ставка составляет 7,7% годовых. Данный вклад можно открыть на полгода, то есть на 181 день. Спасибо большое, Нурсултан, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи. Надеюсь, что все вовремя подойдут, карты свои заменят, и проблем никаких не возникнет. Ну и немножко мы просветились в области финансовой сферы. Спасибо. Ну а мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, буквально 1 минута, и после этого мы продолжим наш эфир. На студии еще будут гости и интересные сюжеты. Оставайтесь с нами. Прошла 1 минута, мы вновь вместе с вами. Канал НВК Саха, программа «Новый день». Мы продолжаем свою работу в студии Иван Луцкан. А сегодня у нас на календаре 7 июня, день недели пятница, впереди выходные. А выходные для того, чтобы они прошли хорошо, что нужно? В первую очередь погода, чтобы можно было и на даче поработать, кто-то может съездить отдохнуть. Вот какая погода будет сегодня и зарядит ли она нас энергией и позитивным настроением, узнаем прямо сейчас. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было плюс 10, плюс 14, днем ожидается 22-24 градуса, в Заречье утром плюс 12, плюс 18, днем 22-24. На юге утром не совсем по-южному, плюс 9, плюс 11, но зато днем настоящий юг, плюс 24, плюс 26. В Вилюйских улусах плюс 11, плюс 14 было утром, днем 22-25. В Нижнеленских улусах плюс 14, плюс 17, днем ожидается 22-24. На западе плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 29. В Колыму-Дигирских улусах плюс 3, плюс 9, а днем плюс 5, плюс 14 градусов. В Янских улусах плюс 7, плюс 9 утром, днем 16-21. На северо-западе утром пока еще минус 2 до плюс 13 в отдельных улусах, днем плюс 4, плюс 22. Что
Что касается столицы республики, то в 6 утра температура воздуха была плюс 15. Вышел с утра, такая хорошая погода, так солнышко греет, спокойно, запахи вкусные, цветов и атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный будет, несмотря на все это, 4-9 метров в секунду, немножко будет нас охлаждать, потому что температура воздуха днем будет 24-26 градусов. Ну и самый главный плюс, что без осадков. Ну, хорошая весьма погода, везде по Якутии установилась. Я надеюсь, что и выходные то же самое сохранится. Исследования показывают, что за лето дети теряют примерно 2 месяца усилий, потраченных во время учебного года на изучение математики и на выработку навыков чтения. Ну, а что уж говорить, если, например, вы изучали иностранный язык, там очень многое что теряется. Те трудности, которые связаны с возвращением детей каждый раз в школу осенью, даже привели к появлению сторонников теории, что учебный год должен быть круглогодичным. Благо сторонников другой теории, что все-таки летом надо отдыхать, и в их числе масса родителей, в том числе и учеников, все-таки больше и перевешивают, поэтому все-таки пока круглогодичный год никто не собирается вводить, но для того, чтобы знания остались, чтобы они как-то сохранились, родители придумывают различные уловки. Кстати, вот этому, я думаю, будет способствовать наша школьная рубрика, которая работает круглогодично и напоминает вам о школьной программе. Чему равен корень из 81? Корень? Ну, 40,5. Ух, елки-палки, я давно уже не помню. 71, не знаю, 14, наверное. Это так, девятки, по-моему. 9. 9. Так, 9 вроде. 9. Ударение нужно поставить. Звонит или звонит? Звонит. Звонит. Звонится же проверочные. Звонит. 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 Назовите 4 состояния вещества. Твердый, жидкий, парообразный, газообразный. И 4. На физике нет. Мы музыканты. Ой, с физикой плохо, я не смогу, к сожалению, назвать, наверное. Ну, замерзшее, крепкое, как камень, как дерево. Твердое и жидкое, и горячее, и очень горячее. Вода, лед, пар и еще газ, наверное. Жидкое, газообразное, твердое и... не знаю. Твердое, жидкое, газообразное, текучее. Ой, или сыпучее. Так, жидкое, твердое, парообразное и вообще, наверное, аннигиляция отсутствия, да, нет? Жидкая, твердая, газообразная, плазма. Самая высокая гора в России. Эверест? Нет? Это в мире. В России Урал, наверное, какой-нибудь. Эверест? Джомолунгма это не в России, по-моему. Эверест, по-моему, да? Нет. На Кавказе. Уральские горы? Уральские? Не, на Кавказе она. Я не помню, какая. Сейчас, минуточку. Казбек, да? На Эльбрус. 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 Какого газа больше всего содержится в воздухе? СО2, нет? Не знаю, газ какой-то. Кислорода. Кислород. По-моему, водорода, да? Водорода. Водорода. Углекис? Газа? Азота, наверное. Воздуха. Подождите-ка. Воздуха. Кислорода много. Азот. Так, больше всего азот. Азот.
Мы тут в студии всем коллективом пытались отгадать правильные ответы, потому что наша коллега Ларина Сукуева до последнего момента скрывает их от нас и только выдает в эфир правильные. Ну, получилось, что большинство в студии знают и географию, и математику, и многие другие предметы. Хорошо учились, это хорошо. А сейчас мы поговорим с гостем нашей студии. Это Неустроева Ольга Петровна, музыкальный руководитель детского сада номер 26 «Кустук», отличник народного просвещения России, заслуженный работник образования республики. А тема у нас весьма интересная. Почему? Потому что в эти жаркие июньские дни начинается 23-й уже конкурс «Полярная звезда», где будут выступать лучшие исполнители среди детей. Кого представляете, Ольга Петровна, вы там? Я, конечно, представляю воспитанников детского сада 26 «Кустук», которые, пожалуй, с самого начала, с самых первых шагов этого конкурса участвуют в нем. Что будете представлять на этом конкурсе? В этом году от сада будет выступать дуэт вокальный «Звездочки» с Сашей и Полиной Строевой. А вот долго ли готовятся дети к тому, чтобы выступать на конкурсе? И вот какие у них, возможно, переживания, как они настраиваются на участие? Я думаю, что специально к конкурсу дети не готовятся, а идет такая обычная работа с детьми плановая. Но, конечно, конкурс требует... Конкурс, это, несмотря на то, что обычно конкурс – это всегда стресс, и для ребенка, и для руководителя, может быть, да? Но в то же время это такой определенный барьер, который хочется взять, который приносит удовольствие, когда человек самоутверждается, приобретает опыт сценический, всяческий. Вот вы участвовали, получается, с самого начала, в течение почти 20 лет. Кого вы представляли на конкурсе, каких ребят и с чем они выступали? Первые мои участники были это Юлия Корякина, дальше была Катя Рязанцева. Девочки очень ярко себя показали. Они представляли в дальнейшем республику на большом российском конкурсе, этих детей вывезла Татьяна Афанасьевна на российский конкурс. Это, пожалуй, был, наверное, первый выезд детей республики на российский, ну и в дальнейшем на международный конкурс. Вот как раз сейчас мы видим на экране сюжет вот от тех конкурсов, которые вообще в целом проходили в течение вот этих многих лет. И ведь история этого конкурса и связана с именами многих звезд нашей эстрады, как Игоря Егорова, Василия Еремеева, Ольги Спиридоновой, Рустама Хона, Марии Белоцерковской, Виктории Дайнеко, Семена Чинянова, Ольги Подлужиной. Они же все вышли из этого конкурса. И сейчас они, вот, кстати, Маша сейчас Белоцерковская была, которую показывали сейчас на экране. И вот если взять концертную программу, кого мы можем увидеть сегодня, кого завтра и когда пройдет итоговое мероприятие? Ну, самая яркая и важная новость на сегодняшний день, что именно сегодня стартует телевизионный конкурс «Полярная звезда-2019». И всех приглашают на торжественное открытие, которое состоится в культурном центре СВФО «Сергеевские огни» в 18 часов. И в год театра и юбилейный год Пушкина на этом торжественном концерте будут представлены работы театра юного зрителя, постановка Пушкина и наши звезды эстрады, которые начинали свой путь именно с «Полярной звезды». А есть ли вот какие-то тренды, возможно, конкурса, да? Может быть, какие-то тематика выступлений, может быть, чему-то приуроченные песни, выступления? Я думаю, что, может быть, и тем хорош конкурс, что он дает свободу выбора руководителю. Если на первых конкурсах у меня участвовали солисты, то в дальнейшем это была такая хорошая командная работа детского сада, потому что участвовали у меня ансамбли вокальные, и здесь на самом деле была командная работа, потому что у нас замечательный художник, который готовил костюмы, музыкальный руководитель работал над вокалом, родители, которые нас поддерживали, администрации, воспитатели. И хорошего результата добивалась, я считаю, что именно команда детского сада «Кустук». Вообще сколько участников планируется? Вы не смотрели по программе? Нет, не смотрела. Ни конкурентов еще пока не изучали, кто может составить? То есть вы-то, получается, встретитесь непосредственно? Я думаю, что конкурс музыкальный, это все-таки, когда говорят конкуренты, битва, это не про музыку. Музыка – это не спорт, музыка – это про любовь. Спасибо большое, Ольга Петровна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи на конкурсе, чтобы действительно любовь царила и такая же атмосфера в зале.
Хочется напомнить, что именно сегодня в 10, в 14 и в 16 часов в культурном центре «Сергеевские дни» как раз пройдут финалы телевизионного конкурса «Полярная звезда-2019». А 7 июня в театре Пушкина состоится показ о рыбаке и золотой рыбке. Ну что ж, прервемся на короткую рекламу, далее продолжим.